9 декабря 2025 года в городе Душанбе состоялся второй международный форум горно-металлургической промышленности Таджикистана с широким участием специалистов, представителей отечественных и зарубежных компаний, международных организаций и государственных структур. Подробности смотрите далее. Это важное экономическое мероприятие прошло в атмосфере сотрудничества и представления больших возможностей горнодобывающей и металлургической отрасли страны. Его целью стало укрепление партнерства, привлечение инвестиций и внедрение современных технологий в индустрию добычи полезных ископаемых Таджикистана. Форум открылся приветственными речами представителей правительства Республики Таджикистан. Было подчеркнуто, что Таджикистан обладает богатыми природными ресурсами, включая золото, серебро, свинец, цинк, уголь, алюминий и другие важные полезные ископаемые. Проведение данного форума на международном уровне стало еще одним шагом на пути привлечения иностранных инвестиций и развития горнодобывающей и металлургической промышленности. Болдырев Игорь Александрович, я представляю компанию Voyager, которая расположена в Екатеринбурге, но практически работает по всему свету. Это Свердловская область. Конечно, хотелось бы больше понимать международное сотрудничество Таджикистана в этой сфере. То есть тенденции, перспективы, как, куда развивается Таджикистан. Это очень важно. Мы считаем, что потенциально, конечно, Таджикистан – это очень перспективное место в Евразии в целом, ну и, так сказать, в целом, можно даже сказать в мире, потому что вы развиваетесь невиданными темпами. Это очень заметно, мы отслеживаем этот момент. В ходе мероприятия приняли участие представители более чем 15 стран мира, включая Китай, Россию, Казахстан, Иран, Турцию и государства Европейского Союза. В рамках форума были организованы выставки современной технической техники, образцов полезных ископаемых и металлургической продукции, а также представлены возможности каждой компании для сотрудничества. Более 300 компаний из разных стран, из разных точек мира участвуют в этой конференции, и это очень похвально. Вы знаете, мы изучили громадный потенциал Таджикистана в горно-металлургической сфере. И как обозначил ваш национальный лидер, мудрый президент господин Рахмон, развитие горно-металлургического сектора является ключевым элементом развития Таджикистана. В вашей стратегической программе развития до 30 года горно-металлургия является одним из самых ключевых элементов. И вы знаете, главная задача сейчас соединить этот потенциал, огромный потенциал, с тем огромным интересом, который существует сейчас в мире по поводу развития горнодобывающей отрасли. Есть потенциал развития, в том числе и с точки зрения нормативной базы. Вот я просто уверен в том, что этот громадный потенциал и тот интерес, который существует сегодня в мире, если их соединить, будет высокий уровень роста Республики Таджикистан, а мы будем радоваться этому. Форум также стал важной платформой для обмена опытом, презентации совместных проектов, формирования новых экономических связей и выдвижения идей и предложений для устойчивого развития горнодобывающего сектора в Таджикистане. Участники отметили, что Таджикистан благодаря своему значительному геологическому потенциалу и продуманной экономической политике может превратиться в крупный региональный центр по производству цветных металлов и развитию горнодобывающей промышленности. В завершении форума были подписаны документы о сотрудничестве между отечественными и зарубежными компаниями. Данное мероприятие стало еще одним уверенным шагом на пути достижения 4-й стратегической цели ускоренной индустриализации страны. 10 декабря в нашей стране отмечается День основания Народно-демократической партии Таджикистана. В честь этой даты в столице прошел торжественное мероприятие. Народно-демократическая партия Таджикистана была основана по инициативе президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, и сегодня является мощной, влиятельной и авторитетной политической силой. При поддержке Центрального комитета Народно-демократической партии Таджикистана в Большом зале партийного здания состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню основания партии. В церемонии приняли участие представители исполнительного совета Народно-демократической партии Таджикистана,
депутаты Национального собрания Республики Таджикистан, ветераны, руководство, члены и сторонники партии. В своих выступлениях официальные лица подчеркнули, что Народно-демократическая партия Таджикистана прошла через наиболее сложные и ответственные этапы новейшей истории страны, выдержав серьезные испытания. За эти годы статус и позиции партии не только укрепились, но и непрерывно расширяются. Отмечалось также, что истоки создания Народно-демократической партии Таджикистана связаны с трудными и нестабильными периодами для государства. Именно тогда возникла необходимость в политической силе, способной поддерживать политику руководства страны и разъяснять ее гражданам. На протяжении своей деятельности партия опиралась на науку и культуру, духовные ценности самосознания и патриотизма, внося весомый вклад в реализацию государственной культурной политики, направленной на повышение духовного уровня общества и сохранение историко-культурного наследия. Подчеркивалось, что роль Народно-демократической партии Таджикистана в развитии важнейших сфер и направлений жизни страны очевидна. Будучи крупной политической, конструктивной и новаторской силой, партия за 31 год деятельности внесла значительный вклад в укрепление государственности, политической стабильности, общественного прогресса и улучшения благосостояния населения. Благодаря настойчивым усилиям лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, в республике были обеспечены и сохранены мир, стабильность и национальное единство. В ходе конференции также было отмечено, что благодаря мудрому руководству главы государства и последовательной деятельности партии, направленной на защиту интересов народа в судьбоносные для страны периоды, Народно-демократическая партия Таджикистана приобрела статус ведущей политической силы общества. Завершилось мероприятие яркой культурной программой, подготовленной в честь 31-й годовщины основания Народно-демократической партии Таджикистана. В зале Государственного образовательного учреждения «Детская школа искусств» имени Одины Хошима района Сино города Душанбе состоялась церемония закрытия и награждения победителей научной олимпиады 2025 года. В рамках мероприятия участникам-победителям вручены медали, дипломы и благодарственные грамоты. На церемонии награждения присутствовали руководители исполнительных органов государственной власти района Сино, районного управления образования, руководство Центра по привлечению и развитию талантов при Главном управлении образования города Душанбе, а также директора средних учебных заведений, гости, родители и победители олимпиад. В начале мероприятия официальные лица подчеркнули, что главная цель проведения конкурсов и олимпиад – повысить интерес учащихся к науке, развить логическое мышление, выявить одаренных школьников и поддержать их интеллектуальные и творческие способности. В этой связи отмечена важная роль районного управления образования Сино и государственного учреждения Центр по привлечению и развитию талантов в районе Сино, который обеспечивает высокий уровень проведения олимпиад и соблюдения принципов прозрачности. После официальной части началась церемония награждения, в ходе которой были представлены 10 лучших средних учебных заведений, активных участников олимпийского движения. Благодарственные грамоты исполнительного органа государственной власти района Сино были вручены школам номера 56, 19, 67, частному учебному заведению «Горизонт», школам номера 54, номера 93, 66, частному учебному заведению Абдурахмани Джоми, а также школам по номерам 91, 95 и 90, также 50-я школа. Далее были отмечены победители регионального этапа научной олимпиады 2025 года в районе Сино, а также пятикратные победители ее республиканского этапа. Учащиеся 11 классов общеобразовательных учреждений получили дипломы, медали и памятные подарки. Кроме того, награды были вручены 5 лучшим учебным заведениям нового типа, активно участвующим в олимпийском движении района в 2025 году. В мероприятии также приняли участие пятикратные победители республиканского этапа олимпиады, победители республиканских конкурсов Илим Фуруги Марифат, Фуруги Субхидону и Китобас, Таджикистан Ватани Азизиманат, а также стипендиаты председателя района, председателя города Душанбе и президента страны уважаемого Эмомали Рахмона. Права человека – одна из ключевых ценностей современного мира. Именно они лежат в основе стабильности, безопасности и устойчивого развития государства. В Душанбе по инициативе уполномоченного по правам человека состоялся республиканский круглый стол, посвященный Дню прав человека. На мероприятии представители государственных структур, международных организаций и гражданского общества обсудили состояние и перспективы развития прав человека в Таджикистане.
За годы независимости Таджикистан укрепил статус правового государства и стал активным участником международных механизмов защиты прав человека. В качестве полноправного члена ООН республика присоединилась к ключевым международным договорам и документам, гарантирующим защиту прав граждан, включая Международный пакт о гражданских и политических правах, Конвенцию против пыток, Конвенцию о правах ребенка и ряд других. Участники обратили внимание на формирование нового поколения прав человека в условиях стремительного развития цифровых технологий. Отмечалось, что цифровизация затрагивает практически все сферы общественной жизни и требует новых подходов к защите прав граждан, включая обеспечение доступа к информации, прозрачность, деятельность государственных органов, предотвращение киберугроз и защиту персональных данных. Также рассматривалась роль органов прокуратуры в этом процессе, их компетенции и задачи в условиях современной правовой практики. Отдельно говорилось о Всеобщей декларации прав человека, как первом международном документе, положившем основу современному пониманию прав и свобод. По итогам круглого стола было отмечено, что Таджикистан продолжает последовательную работу по обеспечению прав человека, опираясь на международные нормы и национальные реформы, направленные на защиту достоинства и прав каждого гражданина. С наступлением осенне-зимнего периода, когда в столице Таджикистана увеличивается количество осадков, государственное учреждение управления ирригацией города Душанбе усиливает свою деятельность по предотвращению возможных наводнений. В осенне-зимний период из-за частых осадков существует риск повышения уровня воды в реках и водоканалах, что делает необходимым регулярное очищение дренажных систем, чтобы содействовать выведению дождевых вод в определенное русло. С этой целью сотрудники государственного учреждения управления ирригацией города Душанбе планомерно занимаются очисткой рек и других ирригационных объектов, чтобы обеспечивать эффективное отведение дождевой воды. В противном случае, при недостаточной вместимости ливневых стоков, вода может выйти на дороги и улицы, что создаст трудности для пешеходов и автомобилистов. Каждый день коммунальная техника работает по утвержденному графику, очищая реки и ливневые стоки на территории столицы. Среди объектов, находящихся под контролем управления, такие важные водоемы, как Хазура, Говкуш, Карамов и Проекторная. Ответственные лица отмечают, что согласно плану очистка проводится каждые 3 месяца. Однако в сезон дождей возникают ситуации, требующие внеплановых работ, что подчеркивает необходимость в увеличении технического потенциала для своевременного выполнения задач. Эффективная работа коммунальных служб играет ключевую роль в предотвращении возможных проблем и создании комфортных условий для жизни горожан. Благодаря усилиям специалистов столичного управления ирригации, Душанбе может рассчитывать на более безопасные дороги и улучшение условий для движения как личного, так и общественного транспорта в осенне-зимний период. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нашим каналом. Всего доброго.